Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь 2020 года для водолеев. Это будет любовь, отношения. Посмотрим, что ждет. Сначала карта для тех, кто в поиске партнера. Следующая карта для тех, кто в ссоре. Это для тех, кто расстается. Это карта для тех, у кого только-только отношения начались. Это для тех, у кого уже долгие отношения. Карта для тех, кто вместе живет, а это карта для тех, кто в браке. Подсказки из цыганской колоды. Итак, для тех, кто в поиске партнера, у нас девятка жезлов выпадает. Карта, которая говорит о том, что придется вам выбирать в этом месяце вот именно из тех людей, которых вы, видимо, уже знали. Потому что девятка жезлов – это карта, которая говорит уже о каком-то опыте. Да, возможно, у вас уже есть знакомые люди, из которых вы должны будете вот выбрать какого-то одного человека. Вообще девятка жезлов у нас связана с Луной в Стрельце. Да, Стрелец – это знак, когда у нас человек очень целеустремленный, человек, который любит путешествовать, человек, который любит учиться. В общем, знаете, такой подвижный человек, который все время раздвигает как-то горизонты своей жизни. Да? И вот Луна, именно Луна в Стрельце, она дает такую неопределенность, она дает невозможность, допустим, понять, какую цель выбрать, она дает невозможность увидеть человека вот таким, какой он есть. И вот такая сложность у вас будет. Скорее всего, вам трудно будет выбрать из тех людей, которые рядом с вами, того, кто вам нужен. Но вряд ли здесь будет новое какое-то знакомство. Скорее всего, это вот уже из тех, из бывших, да, кого-то будете выбирать. Или, может быть, вообще откажетесь по Луне здесь делать выбор. То есть здесь от вас зависит, будете ли вы вообще вот именно на каком-то человеке останавливаться, да. И смотрите, здесь, да, или этот человек уже как бы бывший, может быть, ваш партнер, или бывший там муж, жена, и у вас, видимо, была ссора какая-то, и сейчас вот может быть примирение, да. И вот вы не знаете вообще, продолжать эти отношения, стоит ли мириться, стоит ли возвращать этого партнера или нет. Будет ли у вас счастье, удовлетворение, сможете ли вы вообще вместе находиться. То есть вот такое беспокойство у вас есть по поводу вот такого, ну, как бы выбора, да, то есть это не новые какие-то отношения, это те уже, которые были. Вы хотите, чтобы ваш партнер изменился, вы хотите, чтобы он как-то вырос в ваших глазах, да, и вот если, допустим, он никак не изменился, то и вы тогда примете решение, что нет, не будет у нас снова отношений. Если же вы увидите, что он изменился, тогда, возможно, вы продолжите эти отношения. Теперь для тех, кто в ссоре, тройка жезлов. Опять же, жезлы, да, для водолеев это масть не совсем их. Водолеи, они стихия воздуха, а здесь огонь, да, то есть будет много страстей каких-то, может быть, на эмоциях какие-то сказанные слова, да, поэтому вот здесь нужно быть осторожнее. Вообще тройка жезлов – это у нас карта, которая говорит о том, что нам нужна какая-то победа. Нам, вот, допустим, мы начали встречаться с человеком, и вот нам надо обязательно, чтобы за нами было слово последнее, да, если оставляем человека, то только мы, чтобы не он нас ни в коем случае, да, не оставил, не бросил. То есть, если, допустим, он уходит, то мы все равно его возвращаем, чтобы потом его бросить, даже вот до такой степени может доходить, да, то есть вот карта говорит о том, что проверьте, этот человек вам действительно нужен или вы просто хотите настоять на своем. Если он вам действительно нужен, то тогда вот есть возможность помириться, но здесь тогда нельзя проявлять эгоизм. Здесь тогда нужно быть очень терпеливыми, нужно быть, знаете, как-то приглушать немножко эмоции, да, стараться как бы учитывать мнение другого человека. Давайте посмотрим.
Да, здесь как-то по-новому нужно организовать ваши отношения, да, потому что вот так, как раньше вы общались, ну, как бы просто бесполезно. Вот вы не будете счастливы тогда. Вы не будете счастливы, если будете продолжать в том же духе, да, нужно как-то менять подход, менять отношения, менять слова даже, да, которые мы говорим. И вообще здесь, знаете, здесь есть карта других людей, вернее, карта, есть признак других людей. То есть вот в вашу пару как будто вмешивается кто-то еще, из-за этого вы ссоритесь. То есть, ну, тут единственное, что либо нужно об этом договориться, либо не допускать просто вмешательства третьих лиц. Там друзей, родителей, кого угодно. А теперь посмотрим, что ждет тех, кто расстается. Здесь у нас карта шута, это карта свободного человека, это карта очень часто неожиданного разрыва отношений, да, может быть, когда вообще даже и думать не могли о том, что такое может произойти. Что же здесь было на самом деле? В общем, знаете, это, наверное, критическая ситуация, которая сейчас в обществе происходит, да, из-за нее, скорее всего, так произошло. То есть у вас как-то, может быть, даже вы любите этого человека, может быть, даже у вас осталось чувство, но из-за того, что там, может быть, человек не хочет меняться, да, может быть, он не хочет, ну, допустим, искать работу, менять работу, не может зарабатывать, как-то опустил руки, да, или, может быть, надеяться на кого-то. Вы решили, что как бы не хотите в таких отношениях оставаться, не хотите на себя только брать ответственность и решили, что лучше вообще тогда вам эти отношения прекратить, если человек не готов к ответственности, не готов что-то менять в себе для того, чтобы вот, ну, как-то подстраиваться под эти сложные обстоятельства, которые сейчас происходят. Так, и если мы говорим о разводе прям официальном, то что тут? Ну, вы даже можете очень быстро получить здесь развод и бумагу о разводе получить. И даже вам как-то легче здесь станет. То есть как бы сильно тут не о чем жалеть. Если вы просто расстаетесь, как вы будете себя чувствовать? Ну, вы будете чувствовать себя преданной, вы будете чувствовать себя разочарованной, да, как будто обманутой, и будете искать какие-то новые варианты для себя, да, ну, нового человека. Но только человека, который действительно твердо на ногах стоит. Вы не хотите, чтобы снова вам встретился человек безответственный. А теперь для тех, кто недавно встречается, у нас король жезлов. Замечательная карта, которая говорит о том, что ваш партнер, скорее всего, твердо стоит на ногах. Он действительно человек, который всегда в любой ситуации вот выруливает, да, он может и заработать, он может и как бы найти себе работу. Он, в общем, такой человек, который вызывает доверие, внушает доверие. Он, знаете, может быть, его семья занимает какое-то хорошее такое место в обществе. Может быть, у них, допустим, есть и финансы, стабильность, да, в общем, человек, который, ну, скажем так, либо популярный, либо человек, который обладает каким-то статусом в обществе. Посмотрим. Это ваш партнер такой. Если, допустим, сейчас у него какие-то сложности, он, скорее всего, очень быстро выйдет опять на свой уровень. То есть вообще даже не переживайте. Вам самое главное поддерживать его, вам самое главное, знаете, не ограничивать его в общении, да, не ограничивать вот в том, что он вообще готов делать, да, несмотря на то, что критическая ситуация, он очень быстро здесь разберется, что к чему, и сможет занять как бы нужное положение, да. Вот, скорее всего, вот вас здесь, вот вашу пару ждут какие-то новые события, какие-то скорые будут новости, у вас тут перемены, люди какие-то могут новые появиться, очень значимые для вас. Так, восьмерка. Ну, это, скорее всего, может быть, знаете, даже знакомство будет с родителями, да, вот ваш партнер будет вас знакомить со своими родителями, а вы со своими, то есть как-то в семью будете вводить здесь.
Теперь для тех, кто давно встречается, двойка пентаклей, но здесь вот какое-то состояние довольно-таки сложное, трудное, да, у вас еще нестабильные отношения, несмотря на то, что вы давно встречаетесь, может быть, здесь денежный какой-то кризис, да, может быть, нет такой стабильности, и поэтому вы боитесь как-то продолжать отношения. Вообще у нас двойка пентаклей, карта неплохая, это у нас Юпитер в Тельце, то есть это денежная карта, но так как двойки, они не имеют центра, да, то есть они все время, ну, как бы в таком движении, как качели. Вот здесь вот может быть вот именно такая сложность. А может быть, знаете, не чувствуете постоянства своего партнера. Вы то на него надеетесь, то нет. То чувствуете, что он вам верен, то сомневаетесь вдруг. Ну, карты говорят о том, что вы зря сомневаетесь. Это человек, который действительно готов взять на себя ответственность. Он готов предложить вам там руку и сердце, да, или просто согласиться на брак, на детей. В общем, он готов, в принципе, закончить вот этот период ваших долгих, как бы, долгих встреч, да, и уже, может быть, там, либо в законный брак, либо в гражданский брак, чтобы ваши отношения перешли. Вот, то есть здесь вот какой-то период он хочет закончить. Да и вы, в принципе, тоже. Хорошее время для того, чтобы вот что-то здесь менять. Так, теперь посмотрим, что ждет тех, кто вместе живет и без регистрации пока что. Да? Это у нас рыцарь Пентаклей. Карта говорит о том, что вы в стабильном положении. Если даже ваш один партнер зарабатывает, либо вы зарабатываете, все равно у вас здесь достаточно средств. Кроме того, вот ваш партнер очень стабильный, надежный, верный. Он может быть не такой эмоциональный, может быть не такой романтичный, но зато вы всегда уверены, что он вас, ну, поддержит. Всегда. Он всегда заработает, он всегда найдет место свое в жизни. Да? То есть человек очень положительный, такой спокойный, уверенный в себе. Может быть, вот у вас здесь решаются какие-то вопросы с поездками или с транспортом, допустим, да, может быть, покупка, продажа транспорта. Так, давайте посмотрим. Ну, у вас, в общем, здесь хороший период, как-то вы умудряетесь ладить, не ссориться, мудро очень друг к другу относиться, общаетесь очень тактично, уважительно, либо, допустим, если у вас были какие-то ссоры и проблемы в общении, вот здесь все решается, да, решается примирение с помощью слов, там, письма, смс-ок, звонка, чего-то такого. Кроме того, вы можете здесь решать вопросы с какими-то документами, бумагами. Может быть, надо будет оплачивать счета какие-то, да? Может быть, неожиданно даже какие-то счета приходят, на которые вы не рассчитывали, да? Может быть, здесь получение каких-то документов. Тем более по девятке трефовой эти документы могут быть связаны с работой. С работой, с должностью, карьерой, профессиональной деятельностью. И знаете, может быть, здесь либо ошибки в документах надо проверять, либо, может быть, что-то не додали вам какой-то документ. То есть нужно, конечно, быть внимательными здесь с бумагами. Если, допустим, оплачиваете что-то, то обязательно смотрите, чтобы номер правильно вбит был, да, записан. Ну и также вот могут быть какие-то трудности у вас в отношениях, скорее всего, либо ревность, либо один из партнеров как-то хочет, в общем, хочет заставить другого что-то делать по-своему. Какая-то манипуляция тут есть. Так, посмотрим, про что это. Но, скорее всего, тут связано с работой, с активностью, с завершением каких-то дел. Может быть, один из партнеров просит другого, чтобы тот обратился к каким-то влиятельным людям или к родителям, да, чтобы решить какой-то вопрос с работой, с деньгами.
Теперь карта для тех, кто в браке. Здесь 7 мечей. Карта говорит о том, что вы здесь как-то стараетесь находить общий язык, хотя вам трудно, да, то есть стараетесь, может быть, не все говорите партнеру, что думаете, стараетесь как-то вырулить так, да, чтобы ситуация не обострялась. А может быть, здесь, кстати, один из партнеров работает по ночам. Может быть, вот у вас есть какие-то желания, допустим, которые сейчас вообще никак нельзя исполнить, и вы пытаетесь это как-то в обход или закона, или вот, может быть, даже, знаете, захотите взять здесь что-то чужое. Вот это ни в коем случае не нужно, потому что могут быть какие-то последствия очень серьезные. Так, давайте посмотрим. Так, для тех, кто в браке... Но здесь тоже либо с обучением какая-то ситуация будет. Может быть, вы там в коллективе, от коллектива зависит ваше обучение, да, может быть, здесь получение какого-то диплома, допустим, если вы в группе обучались, вот, может быть, это как раз вот в один день вы тут все будете получать диплом, да, и, может быть, здесь... Если это не обучение, то, может быть, какая-то нужная информация придет, вот, которую вы долго ждали, которая вам очень важна. Кстати, деньги тоже могут приходить по этой карте. Причем, знаете, от людей посторонних совершенно. Может быть, это... новое дело какое-то, да, вот для вас или для вашего партнера. То есть для вас это очень важно. Вот именно сейчас вопросы занятости, вопросы денег, они стоят на первом плане, и поэтому вот карты выходят именно такие. Здесь может быть какое-то письмо получено, очень важное. Здесь может быть получение каких-то профессиональных навыков, да. Причем это может быть обучение в группе, либо это может быть уже какая-то, ну, практика, да, вот расширение как бы возможностей своих, да, то есть привлечение новых каких-то клиентов. В общем, как-то здесь с людьми связано все. А может быть... Вот это у нас карта еще выздоровление, благополучие, исполнение желаний. Может быть, как раз вот ваше самое большое желание было либо закончить обучение и начать работать, уже зарабатывать деньги, либо как бы получить работу, да, получить работу и тоже вот начать зарабатывать, чтобы у вас были деньги. Вот как-то все у вас здесь к деньгам, ну, как бы скатывается, да, и в любом случае вот эта карта говорит о том, что для вас начинается светлая полоса, счастливые времена, вот заканчивается в июне вот эта сложность, вот вас больше всего это беспокоило, и вам было, может быть, некомфортно, да, и вообще там о любви даже не думалось, о каких-то чувствах, вы вот решали только вот эти вот вопросы все. А сейчас вот у вас здесь и люди новые появляются, обстоятельства новые. В общем, какие-то перемены в жизни происходят, и это уже вас радует. Да, все-таки вы получаете, скорее всего, тут работу или ваш супруг, да, и ваша уже тут ситуация налаживается. Либо, допустим, ваш партнер вдруг... как-то себя так проявлял, может, перестал выполнять какие-то свои обязанности, да, как-то, может быть, старался, ну, в общем, как-то неискренним был, да, а вот в конце июня, возможно, или просто в течение июня эта ситуация изменится, он здесь может осознать, да, и вот как-то здесь ситуация уже меняется, и вы договариваетесь, вы примиряетесь, он уже совершенно по-другому общается, да, в общем, здесь вот нормализация такая, может быть, отношений. Давайте посмотрим, что водолеям советуют карты. Так, ну здесь у нас карта говорит о том, что придется принимать какие-то радикальные решения. Или, может быть, знаете, будут какие-то происшествия неожиданные, и вам нужно будет делать выбор. Причем вы совершенно не будете к этому готовы, и это будет сложно для вас. Или, допустим, кто-то будет вмешиваться в ваши отношения, а вам нужно будет прям жестко указать человеку, да, на то, что как бы в отношениях третьему делать нечего. То есть нужно быть очень здесь
решительным, да, то есть ни в коем случае не допускать вмешательства других людей. Что еще может быть? Может быть, вот если вот для отношений смотреть эту карту, у вас здесь может быть такой соблазн, особенно у тех, кто в браке, может быть соблазн, появится какой-то другой мужчина или другая женщина, да, и вот вам трудно будет себе отказать, то есть вот как бы мысли, чувства могут уходить в сторону другого человека, да, третьего какого-то, и вот карты вас призывают все-таки как бы не разрешать себе, прекратить вот эти мысли, не разрешать себе вот этих отношений там на стороне, не создавать треугольник. Вот это для вас очень важно. Друзья, желаю всем прекрасного месяца. Желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Любви вам, удачи, всего доброго, до новых встреч.